Дорогие ветераны, приближается наш самый большой праздник – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник является символом непобедимости и силы духа тех, кто доблестно сражался с врагами на фронтах, и тех, кто работал в тылу, давая фронту оружие и хлеб. Победа стала главной наградой за подвиги и мужество, за потери и лишения. Достойный вклад в эту победу внесли сыновья и дочери нашего народа. С начала войны ушли на фронт более 21 тысячи представителей Ингушетии. Многие были удостоены самых высоких боевых наград. Наши земляки были среди тех, кто первым встретил врага на границу у Брестской крепости, защищал Москву, Ленинград, сражались в битвах за Кавказ и Сталинград. Стояли насмерть на всех фронтах от Балтийского до Черного моря. Мы всегда будем гордиться нашими героями. Слава о них будет передаваться из поколения в поколение, воспитывая чувство патриотизма, высокой гордости за нашу Родину. Победу над фашизмом обеспечили не только мужество и стойкость на фронтах, подвиги на полях ожесточенных сражений, но и самоотверженная работа в тылу. Томов Саварбек Османович, самый молодой из наших тружеников, будучи 12-летним подростком, удостоен медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 года. Наши ветераны труда, труженики тыла, внесли большой вклад в разгром врага, создавая мощные оборонительные укрепления, поставляя фронту необходимые ресурсы. Мы вами искренне гордимся. Дорогие ветераны, низкий вам за это поклон, за вашу стойкость, за ваш бесценный ратный труд и подвиг. Мы в неоплатном долгу перед вами. От души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, жизненных сил. Пусть вас всегда окружает тепло и любовь близких родных. Дал мугаш мяч халвы.